сегодняшнего нашего конкурса, уважаемые педагоги и наше жюри. Рада приветствовать вас сегодня на нашем конкурсе под девизом «Будь здоров, играя». Конкурс организован информагентством и управлением образования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Конкурс проводится в целях профилактики правонарушений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних. И это, конечно, не случайно. Мы все являемся свидетелями того, что в последнее время наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних, участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах, вовлечение учащейся молодежи в террористические акты. И сегодняшний наш конкурс как раз-таки проводится в рамках муниципальной целевой программы, комплексная программа профилактики правонарушений, а также комплексная программа профилактики идеологии терроризма и экстремизма и комплексной программы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Хочу представить вам наше уважаемое жюри. Аллахвердиева Саят Уружбековна, методист информационно-методического центра администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. Рашидова Индира Махмудовна, хореограф Дома детского творчества. Марджан Ханум Андреевна, ведущий специалист юридического отдела администрации муниципального района Сулейман-Стальский район. По предварительной жеребьевке у нас команды будут выступать по следующему порядку. Касумкентская средняя школа номер 1, Герихановская средняя школа номер 1, вторая команда. Третья команда у нас Ашагастайская средняя школа. Четвертая команда будет выступать Касумкентская средняя школа номер 2. Пятая команда Юхаристайская средняя школа. И шестая команда будет выступать у нас Новопоселковая средняя школа. Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем. Наша команда – хранители закона. Наш девиз – законы и право под власть нам даны, и эти законы хранить мы должны. Представляем вам нашу презентацию на тему «Здоровый образ жизни». Внимание на экран. Свои сомнения, не порицайте нас тут и там, ведь мы иное поколение, мы будущего флаг. Наш путь нелегким будет все же, нет ничего для нас дороже, но тем не менее есть одно, мы будущего звено. При встрече мы всегда говорим друг другу: будьте здоровы, не болейте. Здоровый человек, здоровье, как этого достичь?
Правило 1. Здоровое питание – это основа здорового образа жизни. Физическая активность не только снижает риск заболеваний, но и помогает почувствовать себя счастливым и активным. Занятие любимым делом и общение с дорогими нашему сердцу людьми. Помните, наше здоровье и благополучие находятся в наших руках. Команда Герихановской средней школы номер 1. Наша команда. Лидеры 21 века. Наш девиз. В каждом из нас лидер живет, он нас достойно к победе ведет. Лидер 21 века представляет. Курение, пьянство, наркомания, ожирение и животные, идя на поводу этих вредных привычек, тысячи людей страдают и погибают, разрушая и убивая себя. Я капитан команды Рамазан. Если мы хотим остановить это разрушение, которое сегодня мягко и деликатно называют вредными привычками, пора взять ответственность за свою жизнь. Я Амина. Думаю, здоровый образ жизни – это не только отсутствие болезней, а состояние нашего полного физического, психологического и социального благополучия. Жизнь прекрасна. Я выбираю здоровый образ жизни. Я Милана, и это мои правила. Займись спортом, полюби себя, начни правильно питаться, цени свою семью и близких. Будь крепок телом и силен духом. Поверь в себя. Я Рахман, защитник семьи и отечества, олицетворение порядка, ответственности, чести и мужества. Быть в хорошей физической форме, быть готовым к труду и обороне – это приоритет каждого из нас. Я Эльвира, что значит доброжелательная и истинная. А прежде я девушка, олицетворение мира и покоя, будущая жена и мать, а в руках здоровой матери – будущее планеты, ее процветание. Мои приоритеты – это здоровье, саморазвитие и успешная карьера. Как меня зовут? Я Эльза. Я считаю, что элемент здорового образа жизни – это соблюдение гигиены. Почему бы не выбрать красивую фигуру, здоровье, силу и самореализацию, радость в глазах родителей, восхищение сверстников, уважение и любовь учителей? Я выбираю активный и здоровый образ жизни. В каждом из нас лидер живет, он нас достойно к победе ведет. Спасибо, спасибо, команда. Приглашаем на сцену команду Ашагастайской средней школы. Пожалуйста. Наша команда. Лига справедливости. Наш девиз. Товарищи, взрослые дети, за свое будущее мы в ответе. Права и обязанности свои знайте, хорошими людьми вырастайте. Хотим представить вам нашу презентацию. Если занимаешься спортом, жизнь кажется прекраснее. В здоровом теле здоровый дух. Стань лучше, и тебе станет лучше. Никогда не отказывайтесь от бега. Тот, кто стоит на месте, не доберется до света в конце туннеля. Правильное вложение – это вклад в здоровье. Человек может обойтись без медицины, но без спорта нет. Здоровый человек всегда встает с той ноги. У него не бывает ни плохого настроения, ни неудачного утра. На эту сцену Касумкенскую среднюю школу номер 2. Пожалуйста, команда. Наша команда – Знатоки. Наш девиз. Наш девиз не унывать, все пройти и все узнать. А сейчас мы представим нашу презентацию.
доски. И прочь бежим от скуки, от лени и тоски. Сложнее нет науки, но мы не новички. Ждем победные очки. Какой простор для ног и рук, стремительных усилий. Спорт разумеется, не вдруг стал символом России. Здесь твердо знают все вокруг, кого бы не спросили. Спорт самый настоящий друг, ведь спорт это сила. Спорт это сила, спорт это сила. Вот дело для отважных, спорт это сила. Любой поймет однажды, спорт это сила. Стать первым очень важно, спорт это сила. Пусть побеждает каждый, ведь это так красиво. Со спортом дружит вся большая Россия. Вперед, Россия, спорт это сила. Спорт это сила. Спасибо, время минута 59. Так, а мы приглашаем на эту сцену команду Юхаристальской средней школы. Пожалуйста. Наша команда «Здоровое поколение». Наш девиз: вместе мы сила, вместе мы класс. Здоровый образ жизни – это все для нас. Представляем вашему вниманию наш видеоролик. До глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4, выполните правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире гриппа вирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не льется, обтирайте, с чем придется. Водными займитесь процедурами. Если очень вам не льется, обтирайте, с чем придется. Водными займитесь процедурами. 2 минуты 2 секунды. Да? Спасибо, спасибо. Так, мы на эту сцену приглашаем последнюю нашу команду. Команда Новопоселковой средней школы. Здравствуйте, дорогие друзья, члены жюри. Перед вами выступает команда Новопоселковой средней общеобразовательной школы Лидер! Наш девиз: В каждом из нас лидер живет, он нас достойно к победе ведет. Хотим представить вам нашу презентацию. Будем признательны, если обратите свое внимание на экран. Мы за здоровый образ жизни, за светлый путь своей страны. Дети этой эпохи. Мы Хотим быть без войны, без страданий, без боли, без болезни, без боязни.
обливаемся водой. Всем дурным привычкам объявляем бой. Мы ходить в походы будем, песни петь у костра. Не страшны тогда нам будут ни болезни, ни тоска. Мы скажем днем нашей общей кистью. о сигаретах всем забыть пора. Мы счастливую жизнь. Если власть и силу мы сохраним на долгие года. Но очень скоро взрослыми мы станем, и эту встречу будем вспоминать. И сдержим обещания, сказанные нами, и наши дети будут повторять. Это у нас был первое задание нашего конкурса, самопрезентация. И прежде чем приступить к основной части нашего конкурса, хочу привести вашему вниманию одну поучительную и интересную притчу. Внимание, слушаем все. Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева или совершит плохой поступок, вбить один гвоздь в доску забора. Первый день в доске было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился себя контролировать, и с каждым днем число забиваемых в доску гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свое поведение, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он перестал ругаться и совершать плохие поступки. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из доски по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он смог сообщить отцу о том, что в доске не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в доске дыр. Она уже никогда не будет такой, как прежде. Когда совершаешь зло, в душах людей, которых ты обижаешь, остается такой же шрам, как эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется. Представьте себе, что доска – это ваша жизнь, а гвозди – это ваши плохие поступки и слова. Все в этой жизни зависит от вас, от того, какие поступки вы совершаете, от того, как вы относитесь к себе и окружающим вас людям. Ребята, вы вступаете в сложный, но интересный возраст. Вокруг много соблазнов, и вы должны выбрать правильный путь. Подростки могут свернуть на преступный путь по разным причинам. От банального отсутствия денег, воспитания и условий до погони за легкими деньгами. Однако незнание закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым последствиям. И тогда боль на всю жизнь всем родным и близким, которым вы очень нужны и дороги. Ведь у каждого из нас есть и права, и обязанности, обозначенные законом. Давайте попробуем в ходе сегодняшней игры разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права и какие у нас обязанности, за несоблюдение которых мы несем ответственность. Спасибо. Итак, мы переходим к основной части нашего конкурса.
и проведении основной части нашего сегодняшнего конкурса мне помогут наши помощники Османова Амина Эрзимановна и Карибов Рахман Рагидинович. Поприветствуем. Заранее благодарю. Так, первое задание, это у нас идет гражданин своей страны. Знание атрибутики России, Дагестана. Время 2 минуты. Как все команды получат сейчас задание. Друзья, нам солнце, воздух и вода. С учебой тоже все у нас в порядке. Мы переходим к выполнению второго задания. Задание называется «Исторические тесты». Пожалуйста, Амин и Рахман, передайте задание команда. На выполнение тоже 2 минуты. Заданию номер 4. Перечислите виды юридической ответственности. Пожалуйста, передайте. За здоровый образ жизни, за светлый путь своей страны. Мы твердо знаем, что своей России здоровыми и сильными нужны. Пусть утро начинается. Друзья, нам солнце, воздух и вода. С учебой тоже все у нас в порядке. И настроение бодрое всегда. Мы за здоровый образ жизни. Сейчас у нас идет 5-е задание. Определите на примерах ситуации проступок, правонарушение, преступление. 2 минуты. Время пошло. Здоровыми и сильными нужны. Мы за здоровый образ жизни, за светлый путь своей страны. Мы твердо знаем, что своей России здоровыми и сильными пожалуйста, сдаем нужны. Работы. Команды положили ручки. Даем. Собираем работу. Пожалуйста, помощники. Так, мы приступаем к самому интересному заданию. Антиреклама. Допустим, рекламируют сигареты, да? А вы должны за сколько минут нарисовать? За 5 минут нарисовать антирекламу о вреде курения. 5 минут. Так, на столах есть у вас все необходимое, чтобы нарисовать антирекламу за 5 минут. Пожалуйста, время пошло. Своей страны. Мы твердо знаем, что своей России здоровыми и сильными нужны. Пусть утро начинается с зарядки. Друзья, нам солнце, воздух и вода. С учебой тоже все у нас в порядке. И настроение бодрое всегда.
команды. Мы на этом завершили конкурсные задания. Сейчас мы даем возможность жюри поработать и подвести итоги нашего конкурса. Так, дорогие наши дети, уважаемые участники нашей сегодняшней игры, уважаемые жюри, уважаемые педагоги, первым долгом хочу поблагодарить всех за сегодняшнюю такую живую игру, поблагодарить наши уважаемые жюри, наших руководителей, которые подготовили наших детей. И хочу подвести итог сегодняшнего конкурса. «Будь здоров, играя». Итак, первый стол номер 1. Это Касумкенская средняя школа номер 1. Получает итоговый балл 64 балла. И на первое место. Стол номер 2. Это Герихановская средняя школа номер 1. С итоговым баллом 62 балла. И занимает сегодня у нас второе призовое место. Стол номер 4. Это у нас Касумкенская средняя школа номер 2 с итоговым баллом 60 баллов ровно и занимает третье призовое место. Стол номер 5. Юхаристаевская средняя школа с итоговым баллом 59 баллов занимает 4-ю позицию. Стол номер 6. Новопоселковая средняя школа с итоговым баллом 57 баллов ровно и занимает у нас 5-ю позицию. Чем поздравляю. Стол номер 3. Ашагастайская средняя школа с итоговым баллом 56 баллов ровно и занимает сегодня у нас 6-ю позицию. Поздравляем! У нас еще идут 4 номинации. Лучшие в этих номинациях. Прошу внимания. Номинация «Пантомима». Это команда Новопоселковая средняя школа, президент Российской Федерации. Они являются победителями в этой номинации. Вторая номинация «Юный художник». В этой номинации победителем становится Юхаристаевская средняя школа. Третья номинация у нас «Мудрые мысли». В этой номинации победителем становится Ашагастайская средняя школа. Поздравляем! Еще одна номинация «Визитная карточка». В этой номинации у нас побеждает Герихановская средняя школа номер 'Друзья нам